Это программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. О демографических показателях в Якутии, на мерах государственной поддержки семей с детьми, льготах для многодетных в преддверии Российского дня матери мы поговорим с министром труда и социального развития республики Еленой Волковой. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Скажите, какой сегодня портрет среднестатистической жительницы Якутии? Иван, сегодня численность населения в нашей республике составляет 972 тысячи человек, и из них 51% приходится на женское население. Средний возраст женщин у нас в Якутии составляет 36,5 лет. Для сравнения, в целом по стране средний возраст составляет почти 43 года. Число женщин в репродуктивном возрасте у нас в республике составляет 238 тысяч человек. Нас характеризует достаточно высокий уровень как экономической активности и высокий уровень образования. 77% у нас женщины экономически активные. Подавляющее большинство работающих женщин имеют высшее или среднеспециальное профессиональное образование. Ну и, конечно, наши женщины ориентированы на создание больших семей с детьми не менее одного ребенка. Но вот говоря о детях, сколько детей в среднем рожают якутянки и достаточно ли этого с точки зрения демографии? У нас есть в статистике такой очень интересный показатель, как суммарный коэффициент рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости показывает, какое количество детей в среднем за всю свою жизнь имеет женщина в репродуктивном возрасте. Репродуктивный возраст у нас считается от 15 до 49 лет. И в республике это достаточно высокий показатель. Он сегодня составляет 1,82, то есть 1,82. То есть почти 2 ребенка приходится на одну женщину. Для сравнения, за последние 10 лет у нас пик приходился на 2014 год. В 2014 году этот показатель составлял 2,25. В среднем по России сегодня суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,5. На Дальнем Востоке чуть более 1,6. И, в общем-то, в целом по стране сегодня задача поставлена довести этот показатель на уровень не менее 1,7. Ну, как вы видите, у нас этот показатель выше. Конечно, это сегодня обеспечивается как за счет традиционного такого уклада жизни, ну и, конечно, благодаря той семейной демографической политике, которая была и есть, и совершенствуется каждый год. А какие, на ваш взгляд, наиболее эффективные механизмы, которые стимулируют становиться матерями, и что уже предусмотрено нашим законодательством для этого? Иван, мы достаточно много говорили о тех новых механизмах поддержки, которые приняты буквально в последние 2 года, но тем не менее не могу не остановиться на национальном проекте «Демография», который внес достаточно существенные изменения в систему демографической поддержки. И, на мой взгляд, сегодня уже, так скажем, систематизирована система поддержки для семей при рождении детей. Семьи могут претендовать как на единовременные выплаты при рождении последующих детей, так и на ежемесячные выплаты. Единовременные выплаты, они у нас сегодня в рамках национального проекта без учета доходов предоставляются. Ежемесячные выплаты предоставляются уже с учетом доходов. При этом необходимо отметить, что даже если учитывается доход, критерий нуждаемости установлен достаточно высокий, что позволяет большинству семей попасть под ту или иную меру поддержки. И возвращаясь к единовременным выплатам, хочу отметить, что
Если в прошлом году для Дальнего Востока была введена дополнительная выплата при рождении первого ребенка, это в размере 2 прожиточных минимумов, у нас в республике этот размер составляет 5 тысяч рублей, то в этом году уже значит, по решению президента страны при рождении первого ребенка семья получает федеральный материнский капитал. Ну и так дальше. При рождении второго ребенка с прошлого года у нас в республике действует дополнительный региональный материнский капитал. Также при рождении третьего или последующего ребенка предоставляется республиканский материнский капитал. Поэтому вот система единовременных выплат, она сегодня достаточно существенная. А, Ежемесячные выплаты, значит, уже на сегодня при рождении первого, второго, третьего или последующего ребенка выплачиваются до 3 лет. Вот такие инновации были введены постепенно, значит, с 2019 года и в этом году, и, соответственно, достаточно большое количество семей уже ими воспользовались. Вот, но здесь вот еще хотела бы отметить, что в рамках демографических мер поддержки очень важно такое направление — это поддержка семей при рождении третьего ребенка, значит, в направлении погашения ипотечного кредита. Такая семья может обратиться через кредитные организации. И если третий или последующий ребенок родился в 2019 году или в последующие годы, она имеет право получить 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Вот у нас в республике такую поддержку уже получили на сегодня 1260 семей на общую сумму 563 миллиона рублей. Это действительно тоже очень такая существенная мера. Ну и потом у нас продолжают действовать льготные ипотечные программы. Это программа для Дальнего Востока при рождении второго или последующего ребенка. Это 5% ипотека. Ну и, конечно, известная дальневосточная ипотека для молодых семей на значит, 2% ставки ипотечного кредитования. А на какие льготы и преференции еще могут рассчитывать наши многодетные мамы? У нас в республике, если о статистике, значит, на сегодня проживает 29 385 многодетных семей. В городе Якутске более чем 5 тысяч таких семей. Да? Вот доля третьих или последующих детей в общем числе рождения на сегодня составляет уже 40%. В прошлом году 36% было таких значит, рождений, третьи или последующие дети в общем числе. То есть видите, что численность многодетных семей сегодня каждый год увеличивается. Ну и, Конечно, таким семьям необходима дополнительная поддержка. И в прошлом году вышел, так скажем, очень системный закон, который позволяет расширить преференции для многодетных семей. Это закон о статусе многодетной семьи, принятый благодаря поддержке главы республики, который расширил понятие само. Сегодня многодетной семьей считается семья, в которой воспитывается 3 или более детей. И старший ребенок может быть до 23 лет, если он учится по значит, образовательной программе, очном обучении, либо служит в рядах российской армии. Тем не менее, такая семья будет считаться многодетной. И это как раз дает право многодетной семье, если ребенок старший студент, значит, на те меры поддержки, которые и ранее существовали, но ранее это было всего лишь до 18 лет. Вот что интересно, с принятием этого закона, и мы прогнозировали, что наиболее таким
значит, востребованным механизмом для многодетной семьи будет являться субсидированные авиаперевозки из значит, Якутска в Москву, в центральные регионы. Сегодня наши многодетные семьи могут воспользоваться такими субсидированными льготными авиабилетами, и в том числе семьи, у которых старшие дети, студенты. Вот для интереса сообщу цифры. Да, на сегодня, уже за этот период, по данным только авиакомпании Якутии, 16 271 родитель из многодетной семьи уже воспользовались таким правом. Вот. Ну и хотелось бы отметить о новации для многодетных семей. Буквально 10 ноября у нас в республике, законом республики, принята дополнительная мера поддержки многодетных семей. Это значит, льгота по уплате транспортного налога на транспортное средство для многодетной семьи. Но учитывая сложившуюся ситуацию с коронавирусной инфекцией, хочется спросить, а предусмотрены ли законодательством для женщин с детьми какие-то дополнительные гарантии в период пандемии? Ну и все очень хорошо знаем, что большая поддержка была предоставлена из Федерального центра по решению президента страны, которые прошли через пенсионный фонд. Это выплаты детям до 3 лет, до 16 лет. Да. Но вот хотелось бы мне остановиться, что значит, на сегодня, да, продолжает действовать выплата, которую приняли в апреле текущего месяца. Значит, это выплата в размере 15 тысяч рублей для тех, кто у нас имеет республиканский материнский капитал. И, соответственно, эта выплата может быть предоставлена еще до конца года. Вот. Ну и, конечно, необходимо отметить, что у нас на сегодня продолжается работа по выплатам на детей от 3 до 7 лет. Это семьи с низкими доходами, но в рамках пандемии было введено дополнительное, так скажем, условие, которое позволяет безработным семьям также претендовать на это пособие без учета доходов за предыдущий период. И на чем хотелось бы остановиться. Буквально недавно принято решение правительством республики по продлению, так скажем, автоматическому продлению выплат ежемесячных. По нашей линии это выплата, значит, детского пособия от 0 до 16 лет. Она у нас продлялась до 1 октября. Сегодня принято решение и будет продлена такая выплата до 1 марта. И, соответственно, это же распространяется на пособие при рождении 3-го или последующего ребенка. То есть для семей период завершения этой выплаты, который приходится на период с 1 октября по 1 марта, вот для них такая выплата будет автоматически продлена. Ну, вы знаете, что у нас такое решение было принято в апреле месяца до 1 октября, и сегодня с учетом уже также текущей эпидемической ситуации такое аналогичное решение принято и до 1 марта. Скажите, а как в республике отмечается День матери в сложившихся условиях? Какие мероприятия запланированы? У нас в республике очень хорошей такой традицией многолетней является проведение целого месячника, посвященного матерям. У нас этот месячник начался в этом году 16 ноября с торжественного возложения цветов в День матери. И весь этот месяц в каждом районе республики проходили различные мероприятия, было проведено масса, значит, акций, мастер-классов и, конечно, чествовали наших матерей. Буквально вчера прошло очень такое замечательное мероприятие уже к Дню российскому, да, к Дню российскому, значит, чествовали и
награждали наших многодетных матерей. Председатель правительства республики вручил награды нашим мамам с 10, 9 детьми. Вот. И конечно, все эти мероприятия, они проходили в этом году в дистанционном формате, но тем не менее, все, на наш взгляд, прошло очень на высоком таком организационном уровне. Елена Александровна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам самого доброго. Это была программа «Актуальное интервью». Но о демографической ситуации в Якутии в преддверии Российского дня матери мы говорили с министром труда и социального развития республики Еленой Волковой. Берегите себя, обязательно носите маски, соблюдайте социальную дистанцию в общественных местах и как можно чаще дезинфицируйте руки. До встречи в эфире.